Сегодня в видео ты найдешь десятку крутых игр, в которые правда хочется играть, для своего телефона или планшета. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайк. Ставь лайк, если хочешь больше топов. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Но перед началом ролика У моего друга есть для тебя новости. недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Эпичная игрушка, которая просто сносит крышу. Представьте, вы оказались на другой планете, где вам придется быть настоящим охотником за сокровищами. И не просто так, а чтобы вернуть украденный артефакт, как в кино, да? Но сначала надо создать своего героя, а тут классов на выбор просто огромное количество. Выбирайте, кем хотите быть, а потом в бой. Квесты, сюжетная линия, все это нас ждет тут. А с каждым шагом наш герой становится сильнее, броня крепче, а мечи острые как бритва. И сражения. Короче, скажу просто, придется уворачиваться и атаковать. И самое интересное, тут не только задания выполнять, но и монстров можно мочить вместе с другими игроками. Или проходить подземелья. Это тоже как вариант. Не забываем про графику, она тут прям пушка. К сожалению, русского языка пока нет, поэтому и 10-я строчка. Лайк, передай мне, пожалуйста, привет. Я очень давно прошу. Без проблем. Валерка, привет тебе. Игрушка, в которой масса разных странностей, но странности, что делает геймплей залипательным на долгое время. В центре внимания злая и голодная акула, которая решила устроить охоту на беззаботных людишек. И неважно, они плавают в воде или загорают на берегу, ничто не спасет их от ярости этой зубастой акулы. Это еще не все. В процессе игры вы сможете развивать и прокачивать ее. Представьте, какой она будет сильной и страшной. И что у нас тут с режимами? Конечно, два главных режима. А как иначе? Первый — свободный формат, где вы свободны от ограничений времени и правил. Тут вы можете творить что хотите. Хотите побегать по берегу, сметая все на своем пути. Вперед, дерзайте. Второй режим — испытание. Это такое сочетание интересных и необычных заданий. Тут вам придется поедать людишек, птичек и даже морских обитателей. В общем, если вы готовы окунуться в безумный мир злой акулы и покорить океан, то эта игрушка точно вам понравится. Это весьма неплохой фанатский порт известного шутера, где время двигается только вместе с нашим персонажем. Это значит, что пока мы двигаемся, все остальное тоже двигается. И это дает нам мега преимущество. Мы можем спокойно оценивать ситуацию, планировать свои ходы, уклоняться от врагов и их пуль, как настоящие ниндзя. Но не думайте, что это просто. Противники здесь не шутят. Они хитрые, точные и очень быстрые. И вот тут-то игра становится настоящим хардкором, даже с такой читерской способностью. И что же тут еще прикольного? Это низкополигональная графика. Да, в игре есть своя стильная ретро-атмосфера, что мне понравилось. И помните, если кто-то даже касается нашего героя или пуля настигает его, то игра моментально заканчивается. Так что будьте осторожны и не забывайте использовать свое оружие, чтобы не проиграть. Это не просто еще одна игра про зомби-апокалипсис. Забудь об этом. Здесь мы не будем стоять на страже человечества, спасая его от зомби. Нет-нет, это игрушка про другую сторону медали. И да, ты правильно понял. Твоя задача — распространять эту эпидемию, словно ты директор крутой зомби-компании. Собирай свою армию зомбоедов и захватывай все больше и больше территорий. А еще тут есть такая фишка, как мутации. По мере прохождения уровней ты будешь открывать новые возможности по улучшению своих зомбаков. Ты сможешь делать своих мертвяков еще круче и страшнее. В общем, если ты готов распространять зомби-чуму и создать настоящую армию нежити, то эта игра именно то, что тебе нужно. Вы
выступаете в роли всадников на драконах. В этой игре вас ждут захватывающие сражения в средневековом мире. И не просто, а с крутыми замками и сложным рельефом. Итак, давай поговорим о наших главных героях – драконах. Их здесь много, и они все разные, как пальцы на руке. Их можно набрать в свою команду, и они будут летать за вами, поддерживая вас в битвах. Либо можно поиграть онлайн. И как же здорово, когда у вас есть армия огнедышащих союзников. Каждый дракон имеет свой собственный стиль и уникальные способности. Огненные, ледяные, ядовитые и даже электрические. Выбирайте, что вам по душе. Когда ваших врагов окутывает огненное пекло или замерзает весь экран. В целом довольно прикольно, поэтому советую поиграть. Это игрушка, которая просто офигенно напоминает The Last of Us. Но здесь мы тоже будем не просто бегать. Тут надо будет обыскивать каждый дом в поисках еды и других полезностей. В общем, это как путешествие по супермаркету после зомби-апокалипсиса, только в игровом формате. Оружие здесь море, есть сюжет. Пока он на английском, ничего не понятно. И это, пожалуй, один из самых больших минусов. Но я уверен, что у вас хватит смекалки и знаний, чтобы раскрыть все секреты игры, даже без перевода. И в целом очень круто. Поэтому советую поиграть. Это качественный шутер, который очень похож на Apex, с отличной графикой и с элементами так называемого рогалика. Здесь вас ждут командные сражения на разных локациях и в режиме королевской битвы. В боях вы сможете играть в одиночку или же со своими друзьями. Как только мы начнем игру, то сразу же сможем принять участие в настоящих боях. По мере игры, в течение одного боя, вы сможете открыть новые виды оружия и экипировку, находя их в зданиях и покупая за набранную валюту. Со временем у нас получится открыть для себя новые скины, чтобы менять внешность нашего бойца. Также элементы управления могут показаться довольно стандартными. К особенностям игры можно отнести довольно неплохая графика, большое количество разнообразного вооружения, большие игровые карты и эпичные сражения. Она напоминает любимую миллионами игру для ПК, логическую, с элементами бродилки под названием Portal. Здесь вам предстоит вооружиться грави-пушкой, исследовать локации, перемещаться из помещения в помещение и погрузиться в мир головоломок, а также самостоятельно отыскать места для открытия порталов, которые помогут вам перемещаться в пространстве. Уровни будут довольно непростыми, наполненными ловушками, опасностями и непростыми логическими задачками. А еще вам дадут волю фантазии. Вы сами сможете создать свои уровни с кучей запутанных головоломок и опасностей. Да-да, вы будете настоящим геймдизайнером. И самое крутое, сможете делиться своими шедеврами с другими игроками. Отличный фанатский порт игры Taps. И это не просто игра, это настоящая средневековая эпопея. Да, я говорю про фееричные битвы, где вас ждут не только эпичные, но и невероятно забавные сражения и прикольная физика. Но не забывайте, что здесь нужна не только сила, но и ум. Враги не будут стоять бездельно, они готовы вам ответить. Вам придется продумать свою стратегию, как Бэтмен, когда он планирует свои геройские подвиги. Кого лучше поставить, кого может убрать. И я думаю, что вы точно не хотите, чтобы ваш соперник оказался сильнее и хитрее вас, верно? Поэтому делайте все возможное. К тому же бои можно будет просматривать в режиме замедленной съемки, чтобы получить удовольствие от каждого момента эпичного противостояния двух армий. Мне очень понравилось, и так как ее нету в Google Play, то скачать ее можно будет у меня в Telegram-канале. Ссылочка будет, как всегда, в описании. Главный герой – представитель народа Уитфлок, которые издавна освоили искусство полета. Ну да, это не самолет и не вертолет, это что-то гораздо необычнее. Волшебный плащ-накидка. Кто бы мог подумать, что плащи теперь не только для супергероев. К тому же здесь вы должны будете избегать всех этих преград и ловушек. При этом, чтобы плащ работал на полную мощность, ему нужно заряжаться. Ну как вам такая идея? Заряжаться в воздухе. В этой игре более 50 уровней с самыми разными заданиями. А еще есть такой режим медитативный. Там можно летать сколько угодно, на любых локациях без ограничений, где можно будет, как мне кажется, почувствовать свободу полета. Кстати, карты в игре довольно разнообразные. Тут можно будет полетать даже между городскими зданиями. Понимаешь, прямо как Человек-паук, хотя скорее Супермен. Средневековье. Короче, звучит странно. Но если ты хочешь почувствовать себя настоящей птицей и насладиться этими потрясающими пейзажами, то эта игра точно тебе понравится. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это шутер в стилистике аниме. У каждого персонажа будет свое собственное уникальное оружие, и вообще выглядит очень круто, поэтому ждем.
Но меня звали как всегда Лайт. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока.